Чтобы настроиться на плодотворную работу, перед началом занятий традиционная речевка – девиз клуба. Произносят его одноклубники, психологи и педагоги. Все вместе. Также сообща здесь помогают конкретным семьям. Пока с детьми работают аниматоры, для родителей психологический тренинг. Тема очередного урока – управление собой. Нужно учиться сохранять спокойствие в самых сложных ситуациях, а их на пути приемной семьи уже очень много. Есть родственники, которым нужно тоже друг к другу социализироваться, привыкнуть. Затем нужно самому ребенку наладить эмоциональную связь и родителю его принять. Это на самом деле это самое сложное, потому что мозг четко понимает, что это не кровный ребенок. Вот, на стадии школьной это адаптация в детском саду, потому что там очень яркие проблемы ребенок выходит. И в школе это школьные проблемы, связаны именно больше-то не с самим обучением, с интеллектом, а больше с поведенческого характера. На первый взгляд взять ребенка в семью несложно. Достаточно пройти специализированный курс обучения и собрать необходимые документы. Но это только полдела. Специалисты говорят, таким особенным можно возместить лишь 30% привязанности. Первый месяц, мы его называем медовым месяцем, он проходит действительно как сладкая капелька меда. Ребенок старается слушаться, выполнять все требования родителей, потому что внутри на самом деле очень боится, что его сдадут обратно. Как только вот этот месяц сладости проходит, начинаются конфликты. Ребенок начинает успокаиваться и начинает выдавать свое привычное поведение. Как я вел себя в детском доме, точно так же я начинаю вести себя тут у родителей. И родители сталкиваются с первыми конфликтами. И вот здесь, конечно, палочка-выручалочка психологи. Сыктывкарка Галина Плотникова воспитывает 5-летнюю дочку. Из дома малютки взяла ее еще годовалую. Вспоминает девочку очень отстраненной. Даже за руку родителей она брать отказывалась. Тогда впервые помогли психологи. Но и сейчас мама не пропускает занятия. В любом возрасте у ребенка может выстрелить та проблема, тот комплекс, который не смогли отработать вовремя. То есть ребенок, который прошел детский дом, это как израненная птичка. Вот он не может летать, ему нужно помочь. И вот эта помощь нужна и от родителей, и от психологов. И только от нас будет зависеть, полетит эта птичка или будет ползать всю жизнь. Сегодня участников клуба втрое больше, чем в первые дни. Приходят даже родственники приемных семей. Есть и те, кто только задумывается об усыновлении. В ближайший год-два я не готова. То есть я хожу, я слушаю, я принимаю. Может быть, это пройдет какое-то время, 2, 3, 5, может быть, лет. И я пойму, что все, я готова взять приемного ребенка. Но не сейчас, если честно. Сейчас в коме на воспитании в замещающих семьях почти 4000 детей. И самое страшное, что может с ними произойти – возврат в детский дом. Увы, так случается часто. Клуб приемных родителей призван решить эту проблему. Родители получают скорую психологическую помощь. У нас есть свой клуб ВКонтакте, у нас есть свой чат, где у нас все родители. Если случается какая-то экстренная ситуация, родитель не может справиться, он просто пишет, мы экстренно соединяем их с психологами нашими и пытаемся очень быстро разрешить эту ситуацию. Грантовые средства – это 600 000 рублей, рассчитаны только на год работы клуба. Затем придется вновь заявиться на конкурс. Родители и дети ждут продолжения. Таисия Жакова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.